Впервые в Удмуртии объединенный межрегиональный музыкальный фестиваль Open Air Эктоника и «Бабушкина дача». 2 дня музыки, радости, развития, творчества. И все это в палатках под открытым небом. 19 и 20 июня. Село Шаркан, усадьба Толбабая. Предпродажа билетов на сайте kasser.ru и в кассах города Ижевска. 6+. Как правило, на такие вопросы отвечаешь, типа, на данный момент. А потом понимаешь, что нужно масштабировать. Ну, потому что ответить на данный момент, что, типа, я только мать, это, ну да, я на данный момент мать. Но вообще я певица, типа. Я пою, я скажу так, я пою на удмуртском языке, любящая мать, любящая жена и любящая дочь. Светлана Ручкина, солистка группы Silent Вугур, родилась в поселке Асановский, совхозтехникум Алнашского района. Еще в детском саду начала ходить в музыкальную школу на занятия для дошколят. В музыкальной школе училась по классу фортепиано и хореографии. После школы поступила в УДГУ, в Институт педагогики, психологии и социальных технологий. На 2-м году учебы начала работать артисткой в группе «Малпан». Параллельно с этим девушка пела в рок-группе Silent Вугур, с которой в 2011 году заняла 2-е место в международном конкурсе Lead International, известном как Евровидение малых народов. В 2013 году Светлана закончила учебу в магистратуре на факультете удмуртской филологии УДГУ. Конечно же, я любила всегда играть, что с братом, что с сестрой. Вот. Брат ходил со мной в детский сад 3 месяца, когда я привыкала к садику. Он ходил со мной 3 месяца в детский сад, потому что я рыдала, я там не хотела оставаться. Он все лето провел в детском саду, кушал за меня там... Кушал там за меня манку, гречку и прочее, прочее. Родители никогда от меня ничего так уж особо не требовали. Родители учителя, в общем-то. Ну, понятно, что кажется, что типа учителя там должны тебя в каких-то рамках держать. Но я 3-й ребенок, и меня уже воспитывали не так. И время уже было такое, что у меня с братом 11 лет разница. И поэтому тоже сказался такой фактор, что родители на других детях уже попробовали разные методы воспитания и к определенной мудрости пришли. И мама меня в 34 года родила. И, в общем-то, я не думаю, что как-то меня сильно ограничивали. Я, мамина дочь, конечно же, потому что папа постоянно был на работе, он у нас с утра уходил, а папа учитель физкультуры, он преподавал в техникуме, сейчас преподает в школе. Вот. И он уходил с утра, возвращался на обед, потом уходил на тренировки и возвращался в 10 вечера. Он из тех преподавателей физкультуры, учителей физкультуры, который мало того, что он там в школе постоянно там уроки физкультуры ведет, он придет с работы и будет полчаса, может, у него есть свободных, он включит канал «Спорт». Папа у нас вот такой там спорт. Но при этом он детей своих в спорт вообще не тянул. Он не агитировал нас вообще никак. Ну, то есть мы занимались хореографией, там, спортивные кружки какие-то мы никогда не ходили. Я полностью, абсолютно мамина дочка. Я всегда ходила там за мамой, за ручку, и вообще я не любила разговаривать с чужими людьми, игнорировала их вообще просто стеснительная была очень. Но мне кажется, что у меня характер абсолютно мамин. Ее лояльность ко всему, такое относительное спокойствие, принятие ситуации, вот так. Ну не так, значит, по-другому будет хорошо. Мама у меня очень спокойная, она, не знаю, очень спокойная, в принципе. Она, если ругается, там, сложно сказать, что она ругается, но для меня она ругается. Наверное, есть такие моменты, что родители не всегда могут полностью показать, что они за тебя рады. Не эмоционально они настолько, а когда видишь, что других, как там просто восхваляют, на руках носят, там «Ва!» кричат, «О, какие, боже, 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 боже». Это такая вот аккуратность мамина во всем, обходить острые углы, она переходит и в то, что она
боится своих детей очень много хвалить. Это действительно, мне кажется, заложено уже в характере. Я тоже не могу особо как-то... Вот я, допустим, кем-то восхитилась, и мне очень сложно человеку действительно вот так вот: «А, какой ты классный, боже, боже, боже». Я просто, если подошла к тебе и сказала: блин, такая ты сегодня классная, прям вообще супер. Да, это просто вообще, это значит, я восхищена сейчас действительно. Я никогда не думала, до сих пор не думаю, что я какая-то там красотка. Во-первых, родители, для родителей такой категории вообще никогда не было. Мама никогда не красилась. Вообще и до сих пор там только на выступления какие-то красится. Она у меня ходит. Она на пенсии ходит на хор, поет. Вот. И я ее периодически даже учусь красить, краситься. Ее крашу тоже. Вот. А так, ну, у нас, ну, кто-то красивый, кто-то некрасивый. Это ведь дело вкуса, вкусовщина определенная какая-то. И то, как ты красоту можешь там свою подчеркнуть где-то, не знаю, природную, и показать, держать себя в форме какой-то. В общем, никогда мне не казалось. Мне до сих пор периодически удивляюсь. Там, просто, например, муж мой, мне кажется, красивым, да? И говорю: ну, господи, ну как там периодически он говорит: господи, как там мне такого выбрать? Вот. Да, как это так? Вот, поэтому я себя не считаю красавицей, потому что есть определенные какие-то в голове идеалы, которым ты, может, не всегда соответствуешь, и поэтому кажется, что вот да, любящая там жена, но ведь ты не можешь быть каким-то идеальным ангелом, который: там мой муж, там тра-та-та. Ну, семейная жизнь, она такая разнообразная, и поэтому типа того. Вот. То есть, Идеалам своим, может, не до конца соответствуешь, и поэтому возникают такие формулировки типа того. У меня был определенный идеал. У меня крестная была тетя Света, моя тетя она. Вот. И в честь нее меня и назвали. Она женщина, которая всегда ухаживает за собой, всегда статная, ведет себя очень интеллигентно, всегда может поддержать беседу, неважно, кто этот человек, да, не теряется, всегда очень стильная была. И никто бы не сказал, что она там выросла в деревне где-то, и вот сейчас здесь вот она, что она удмуртка, ну, наверное, мало кто бы подумал. Для меня вот она была таким каким-то идеалом красоты, и тем более у них всегда все было, потому что они жили за границей. Да, она отличалась, и вот именно у меня тетя Света, ой. И тем более, когда в деревне живешь и не видишь вообще, чтобы кто-то красился, чтобы кто-то там себе маникюрчик делал, чтобы, ну, красился, причем она красилась совсем немного, чуть-чуть, буквально, да. И как бы для меня вот она была такой женщиной, кем можно было восхищаться именно в плане красоты. Именно ее я тогда отметила. Так, опять начинаю плакать. Нет. Просто это... Ну, это просто рак. Мне кажется, я до сих пор не могу пережить потерю, да, потому что, ну, я не знаю, причем как бы почему столько сидит. До сих пор не могу понять. Семен жил в Москве на тот момент. Он учился в Москве и потом после университета остался в Москве жить. Вот, а я на тот момент училась в Хельсинки, получила премию, в общем, не помню. И надо было мне приехать и получить эту премию в Хельсинки. Из Хельсинки в Москву, в посольство Финляндии. Вот. А как раз в эти дни проходил показ щепкинцев. Они там последний год учились.
Я сейчас не вспомню, какой был спектакль. Мы с подругой, в общем, пошли туда. И был там Семен. А Костя Никитин наш общий знакомый. Они с Костей из одной деревни. И, в общем, я к Косте подошла, там бла-бла-бла-бла-бла, увидела Семена, такая, так, всячески игнорировала вообще просто, не здоровалась, ничего. То есть мы в раз разговаривали, но мы такие, так, Костя, давай, все, пока-пока-пока. И какой-то момент был, что мы все тусовкой определенно договорились встретиться у моей сестры троюродной Лены Ильиной. Да. Вот. А я пошла, а подруга моя туда уже не пошла. Вот. Я съездила за вещами к подруге, потом я решила уже сразу на поезд после встречи той. Вот. И пока я, в общем, на эту встречу ехала с вещами, я звоню вот этой своей подруге и говорю, короче, по-моему, я иду сейчас знакомиться со своим будущим мужем, только он об этом еще не знает. И, в общем, вот. Это как? Ну, вот так, я не знаю. Ну, у меня была полная уверенность, что это вот будет мой муж будущий. То есть я никогда такого не испытывала. Я вот его увидела там. Я хотела игнорировать его. Ну, то есть или не знакомиться, или как бы вот сейчас не познакомились, и вот тогда, значит, не надо знакомиться. И когда уже я понимала, что мы там с ним пересечемся, в общем, вот. Но самое смешное, что Семен до этого, года 2 назад, до нашей встречи, увидел фотографию мою там. Мы с Silent Вугуром, есть у нас фотосессия, одна из самых первых. Там по лугам бегаем, в общем. Вот, и он увидел эту фотографию, и ребятам в общежитии сказал, она будет моей женой. Да. Хотя у него были тогда отношения, как бы. Он еще продолжал эти отношения, 2 года у него длились. Ну, в общем, вот так вот забавно. Тирмозіні машинеєм вортилище, що сидливо жвячкини, дирву із аслидно, руль черепукщини, колісниця німо автошкола, юртостини ткортвале скиткини, капчієн ширтини, машина є шедини, потиятелят, ожієнтини, дмідори, колісниця німо автошкола, мілям туж гесно устоїш, дишет єсмино, інструктор єсми, машина руль черемвєтлон, меттоне, шум подтито згине. Жингритоно тяму сукмущу відтон, тямущу кишкунь, відтон від кишкунь, як є кишкунь, відтон від кишкунь, телефон я. Когда мы узнали пол ребенка, мы решили, надо придумать имя. Но мы его не придумали до рождения ребенка. И, в общем, 4 дня я его в роддоме называла мой малыш, пие, не. И, в общем, прочее. А бабули все названивали и там, ну что, придумали уже имя? Придумали имя? Качаним понады. В общем, и какой-то момент звонит моя мама и говорит, я вот тут услышала имя Елисей. Такая, ну, Елисей, да. Он как бы слишком как-то... Да. Такая, не-не-не. А мы уже там всяко думали, ну раз Семен, Светлана, СС, думали, может, Степан, ну что-то Степан. Нет, не Степан. Вот. И звонит мама Семену и говорит, я тут услышала имя Елисей. И Семен звонит мне и говорит, мне мама предлагает имя Елисей. Я говорю, у меня мама тоже сейчас звонила и предлагала имя Елисей. Вы что, говорю, смеетесь, что ли? Там они сговорились, говорю, по-любому. А я звоню маме, говорю, мама, вы там, что, говорю, да, хитрые такие, сговорились? Нет, мы вообще не разговаривали по этому поводу. Вот. И мы решили, что это знак, и назвали Елисеем. Я с ним поговорю по-русски, Семен говорит по-удмуртски. Вот. Со мной он говорит, соответственно, тоже по-русски. Да, а с Семеном по-удмуртски, с бабушками, с дедушками, со всеми по-удмуртски он говорит. Ну, с сестрами, братьями, со всеми по-русски. Но я с ним говорила на удмуртском до 9 месяцев, мы тогда еще жили в Москве. Вот. И потом настал момент, что нам нужно выходить на площадку и
ему интересно там с другими детьми, как-то что-то, он начал на них обращать внимание. И я даже не знала, что делать. Думаю, ну вот мы начинаем говорить на удмуртском, и, конечно, сразу изолируемся. Дети отходят уже как-то так, ну, то есть они не понимают, о чем мы. И я такая думаю, ну окей, тогда у нас будет другая система. Я буду говорить на русском, а ты тогда, Семен, на удмуртском. Вот. Ну просто Семена все равно лучше с удмуртским. Я-то к удмуртскому пришла только после университета, начала именно разговаривать с другими людьми. Вот. А Семен, он, его первый язык удмуртский. Периодически вот это вот то, что жизнь кипела, я понимаю, что в данный момент периодически мешает это прошлое жить. Оно мешает жить реально, потому что ты понимаешь, это был какой-то вот вообще полет, и как будто бы, а сейчас тогда что? Типа вот в этом вот плане, конечно, сложно быть матерью и хорошей матерью, в моем понимании, хорошей матерью, и при этом там делать качественную, там, какой-то контент качественный. Я не понимаю, я, видимо, ну, как бы человек, который вот что-то одно может делать, там, а вот в эту сторону уже не может. На данный момент я пока не могу понять, например, как бы, как заниматься одновременно и музыкой, как бы, и, ну, чтобы самой не стыдно было за нее. И ребенку должное, как бы, время уделять. Я, конечно, бывает периодически, типа, блин, какого фига вот я сейчас сижу тут, почему я не занимаюсь музыкой, почему я вот сейчас не на концерте, да? Вот, но это ведь был мой выбор, абсолютно мой, и я сознательно пошла на это, что как бы, я могла сказать, что не-не-не, ребят, мы не закрываемся, мы дальше продолжаем, мы будем это все делать, но мне именно хотелось прожить вот это вот все, прочувствовать этот момент, когда желанный ребенок, и когда вы ждете этого, и как бы и иногда я вот замечала, что мне хочется вообще вот постоянно смотреть, вот что он там делает, что, ну и он от себя не отпускал, вообще не отпускал, он до сих пор бы не отпускал, вот. Мне кажется, мое творчество, оно не будет собирать огромные залы, да, но именно на удмуртском языке. А чтобы влезать в русский какой-то, в русское сообщество, ну, это нужно очень-очень много времени вкладывать и сил, и денег. У меня есть сейчас какое-то желание, вот это вот ощущение, что у меня есть какое-то вдохновение, да, но я еще не научилась жить и как бы одновременно и с семьей, и творчеством заниматься. Я пока не могу понять, как это делать. Потому что раньше для меня было все как бы понятно. Ну, я одна, вообще ни от кого не завишу, да. Даже, ну, муж, ну что. Мне, чтобы начать как-то кормить семью на это, мне нужно очень много еще вкладываться, да. Ребенок, куда его? Вопрос. В общем, и как бы, а как же тогда я буду хоть как-то влиять на него, я не знаю, там. Не знаю, я вот честно до конца, я на каком-то сейчас переходном периоде. Я говорю, единственное, что, может быть, если бы в прошлом не было вот этого вот всего, там, какой-то движухи постоянной, было бы легче сидеть сейчас дома ровно на попе, и как бы деньги есть, и слава Богу, да. Господи, меня тут одевают, кормят, и все, вроде бы сиди спокойно, получай свои 56 рублей в месяц. И поэтому, как бы, не знаю, я до конца не поняла, в общем.